Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, друзья! Мы надеемся, что вы все здоровы телом и бодры духом. Мы продолжаем находиться в самоизоляции, но благодаря интернету все же остаемся открыты миру. И сегодня гостем нашей радиопередачи выступит Туяра Винокурова из Шанхая, крупнейшего города Китайской Народной Республики. Туяра работает руководителем технического департамента по Юго-Восточной Азии в Кальмар Originals. Кальмар является итальянским брендом верхней одежды и спортивной экипировки. Думаю, всем было бы очень интересно узнать, как вы оказались в Шанхае и как проходила адаптация в жизни в новой стране. В Шанхае я оказалась по работе. Тогда я работала на одну российскую компанию с главным офисом в Москве. Я отработала в главном офисе 1,5 года, и затем они перевели меня в шанхайский офис. Тогда я работала технологом швейных изделий. Училась я на инженера-конструктора швейных изделий в Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна, факультет текстиля и одежды. В целом адаптация проходила безболезненно, прошла безболезненно. Изначально я была настроена на то, что это другая страна, другой менталитет, другая культура, другой язык, на котором я не говорила. У меня китайский был на нулевом уровне. В школе я изучала английский и турецкий языки. Но языкового барьера не было, потому что, так как у меня компания на тот момент была российская, у меня часть коллег были из России, а часть были из Китая. Мы говорили на английском и русском языках. И до того, как полностью переехать в Шанхай, я посещала эту страну несколько раз как турист и приезжала в командировки по работе. Поэтому у меня было примерное представление о том, что такое Китай. В обыденной жизни в Шанхае достаточно знать только английский язык, потому что Шанхай очень высокообразованный, культурный город, многонациональный. Здесь очень много экспатов, и местные жители, они говорят на английском языке. Как проходило ваше профессиональное и карьерное развитие? Моя профессиональная деятельность началась еще в студенчестве. На 5 курсе я проходила практику в компании по производству мужской одежды. Работала я как инженер по качеству. У меня тогда были командировки по Ленинградской области, и через некоторое время меня отправили в Стамбул. Тогда у них был проект, который отшивался на территории Турции, и я следила за качеством производимой продукции. Затем я вернулась в Россию из Турции и решила поменять работу. Устроилась я байером в масс-маркет и фаст-фэшн компанию, занималась производством детской одежды на территории Китая и их закупками. Отработала я там тоже где-то 1,5 или 2 года. Мне стало скучно, мне захотелось переехать в Москву, столица Российской Федерации. Больше возможностей, больше шансов. В общем, я переехала, устроилась в ту компанию как раз-таки, которая меня затем перевела в Шанхай. Приехала в Шанхай, работала на основной работе, но я параллельно занималась разными проектами. Помогала начинающим дизайнерам развивать производство, читала лекции в школе моды, лекции по производству одежды и цепочке поставок. Туяра, а какой бы вы дали совет для тех, кто хочет работать за рубежом? Во-первых, надо учить языки. Во-вторых, всегда развиваться в своей профессиональной деятельности, никогда не останавливаться на достигнутом, читать новую литературу онлайн, можно слушать лекции, а также помогает живое общение с профессионалами в твоей деятельности. Но самое важное — это желание, конечно, и ставить цель, идти к намеченной цели. А что больше всего вам нравится в жизни в Китае? Из базовых ценностей мне нравится здесь климат, в принципе, он комфортный, нравится инфраструктура в городе. И в целом атмосфера здесь очень расслабленная. Несмотря на то, что здесь население 24-25 миллионов человек, ты этого не ощущаешь. Но, конечно, здесь очень большое интернациональное сообщество. Здесь находятся практически все представители мировых брендов и компаний. То есть здесь очень много шансов и возможностей для развития как личности и карьерного роста. Что вы рассказываете о Якутии своим друзьям и коллегам? На самом деле многие мои друзья, знакомые и коллеги знают о существовании Якутии, знают о том, что у нас вечная мерзлота,
знают о полюсе-холоде и о полезных ископаемых, которые находятся на территории нашей республики. Общаетесь ли вы с нашими земляками за рубежом, в частности, с теми, кто живет в Шанхае? Да, конечно, мы общаемся с земляками, которые живут в разных городах и странах земного шара. Мы поддерживаем связь с помощью социальных сетей или встречаемся в Якутске. Туяра, ваша компания специализируется на зимней одежде и экипировке. Мы больше специализируемся в одежде для высокогорья, нежели в одежде для низких температур. Ткани, которые мы используем в производстве одежды, очень технологичные, они защищают от ветра, осадков и сохраняют теплоизоляцию. Также мы используем технологию GPS в одежде для лыжного вида спорта в случае, если спортсмен потеряется в горах. Его можно будет легко обнаружить. Какова ситуация с коронавирусом сейчас в Шанхае? Ситуация с COVID-19 в Шанхае практически свелась к нулю, нет новых зараженных, все работает в обычном режиме, кроме образовательных учреждений. Они, кажется, откроются в послемайских праздниках. Остатки остались в виде того, что мы носим маски и все еще измеряют температуру при входе в офисные и жилые помещения. Что изменилось в вашей жизни из-за COVID-19? Что изменилось в моей жизни? Практически уже все вернулось на самом деле в свою рутину. Единственное, у меня сейчас нет командировок, так как интернациональные перелеты, они все практически закрыты. И пока непонятно, когда откроют, но это зависит от других стран тоже, когда все уже вернутся в обычный режим. А что вы планируете сделать, когда ситуация с коронавирусом нормализуется в мире? У нас нет очень больших ограничений сейчас на самом деле. Единственное ограничение — это запрет авиаперелетов, поэтому я думаю, что как только откроют границы, я начну планировать свои командировки и отпуска. Туяра, что бы вы хотели пожелать тем, кто слушает этот выпуск? Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, вам и вашей семье. И наслаждайтесь жизнью, радуйтесь каждому моменту. Күнді бир дойдулақтарбын. Бұл ырахан ан дойдуну аймабыт жан алу сәрәхтағын өйден бәяғатын қарыстағын онна жиғатер оларын дорогой болун жолу соргуну ситиелері бағарабын. Барда әтенге болуы инникиге әрелләқ болун. Спасибо большое, Туяра. Удачи вам и будьте здоровы. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях была Туяра Винокурова, руководитель технического департамента по Юго-Восточной Азии Кальмар Originals. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. Желаем вам всем здоровья, берегите себя. Koyu tüpte targamıt burada Titik ürüdünen kalıyda Döröbüt doydum baraksan Sürek bermerciyen var Müetteh salgının tınabın İller tümsülak min tüelben Jana algıs gıdın ineline Yeğiler yakon onoston Sılcım etenge gelinen Döröbüt doydum baraksan Sürek bermerciyen var gün Günleri dübüt bütten araksan Müetteh salgının dınabı
salgın